Я рад приветствовать сегодня в этом зале чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации Японии Михаила Галузина. Я рад приветствовать здесь нашего большого друга, председателя Японского комитета по содействию Республике Саха-Якутия, члена парламента Японии, господина Хори Манабу. Я здесь рад приветствовать также представителей многих японских компаний, предприятий, корпораций, которые высказывают большой интерес к работе в Республике Саха-Якутия. Доброй традицией стало проведение уже совместных инвестиционных семинаров в Республике Саха-Якутия. Мы собираемся сегодня здесь в третий раз. Открывая вместе с премьером Японии Синдзиро Абе перекрестный год России и Японии, в этом году президент Владимир Владимирович Путин особо отметил, что многие совместные мероприятия пройдут на российском Дальнем Востоке, и это очень закономерно. Россия огромна, а Дальний Восток, Якутия – это географически наиболее близки к Японии. От Якутска до Токио по прямой чуть более 3000 километров. Для нас это вполне доступное расстояние. Якутия по своим территориальным природным условиям не имеет аналогов на планете. Ее площадь составляет свыше 3 миллионов квадратных километров, свыше 40% территории находится за полярным кругом. На долю Якутии приходится свыше 30% нетронутой человеком природы России и около 10% всего мира. Территория республики является крупнейшим резервом биосферы Земли. Максимальная годовая температура почти 114 градусов по Цельсию. Самая низкая зарегистрированная температура минус 71,2 градуса, а самая высокая 42,6. В таких экстремальных условиях в мире и согласии живут стойкие, жизнелюбивые люди, представители многих народов, которые объединяют любовь к своей суровой и прекрасной земле. Открытость, взаимовыручка, добрососедство – вот главные черты нашего общества. Дорогие друзья, сегодня, развивая современную экономику Якутии, мы, конечно же, опираемся на традиции взаимодействия и партнерства, которые имеют у нас замечательную традицию. Жители нашей республики помнят и высоко ценят тот вклад, который внесли в свое время японские компании и специалисты в развитие Южной Якутии в 70-е годы 20 века. Именно поэтому месяц назад, 7 ноября, якутяне с большой радостью восприняли открытие ветропарка на крайнем севере Якутии в арктическом поселке Тикси на берегу Ледовитого океана. У нас были уже попытки строить ветровые электростанции с применением европейских, американских технологий, но, к сожалению, безуспешно. И вот сейчас компании Русгидро удалось осуществить этот абсолютно инновационный проект с японскими партнерами, компаниями Камая Халтек, Мицуи, организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий. Проект может быть масштабирован в последующем на всю территорию нашей Африки. Один из проектов, которые вошли в перечень межправительственных соглашений по итогам визита президента России Путина в Японию в 2016 году, является проект создания круглогодичного тепличного комплекса столицы республики в городе Якутск. Благодаря партнерству администрации города Якутска, банка Алмаз-Агенбанк и компании Хоккайдо Корпорейшн в короткие сроки была введена экспериментальная теплица. Под новый 2017 год томаты первого урожая уже поступили в детские сады города Якутска. Сейчас полным ходом идет строительство второй очереди тепличного комплекса на Вечной Мерзлоте. Она практически завершена, и скоро экологически чистые овощи, которые в народе уже называются японскими, как знак их высокого качества, появятся на столах наших горожан. Выход на проектную мощность по завершении третьего этапа строительства комплекса обеспечит почти 40% потребностей жителей Якутска свежих овощей. Такие успешные проекты укрепляют доверие между нами, подтверждают высокую результативность совместной деятельности. Уважаемые коллеги, основу экономики Республики Саха-Якутия, конечно же, составляет промышленность, развитие которой связано прежде всего с освоением богатейших природных ресурсов. Якутия занимает первое место в рейтинге России по общим запасам и обладает значительным весом минерально-сырьевого потенциала России по алмазам, сурьме, урану, золоту, железным рудам и углю, редкоземельным металлам, нефти и газу. Республика сегодня входит в первую десятку субъектов Российской Федерации по уровню развития человеческого капитала. Сегодня мы взяли курс на создание инновационных, креативных секторов экономики с опорой на интеллект и творчество якутян, на самобытную культуру, уникальные ресурсы и ремесла. Для успеха новой экономики мы ввели принципы инвестиционной политики, направленные на активный и открытый диалог с широким кругом потенциальных инвесторов.
Мы заинтересованы в проектах, создающих новые высокопроизводительные рабочие места для наших жителей, проектах, обеспечивающих создание высокотехнологичной конкурентоспособной продукции. Япония служит для всего мира успешным примером страны технологического лидера с самой высокой продолжительностью жизни и строжайшими экологическими стандартами. Якутия также определила приоритетом своей стратегии до 2032 года развитие человеческого капитала, сохранение чистой природы, внедрение высоких технологий во все сферы жизни. Мы открыты для технологических разработок, которыми обладает Япония. Надеемся, что Якутия представляет интересы японской стороны с точки зрения их внедрения в экстремальных северных условиях. Уважаемые коллеги, сегодня мы представляем нам инвестиционные проекты Республики Якутия, которые открыты для партнерства. Конечно же, флагманским проектом является сегодня строительство моста через реку Лена, одну из крупнейших рек нашей планеты. Мост станет ключевым объектом крупнейшего на северо-востоке и Евразии транспортно-логистического узла в районе города Якутска. В дальнейшем мы видим перспективу создания на этой базе трансмодального транспортного коридора из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу через Северный морской путь. Частью большого логистического проекта также станет реконструкция международного терминала столичного аэропорта Якутска. Я уже говорил о замечательной истории участия японских партнеров в развитии Южной Якутии полвека назад. Сейчас в этом регионе республики создается крупнейший на Дальнем Востоке промышленный центр глубокой переработки природных ресурсов, добычи и экспорта угля. Ключевые проекты – это строительство горно-обогатительных комбинатов Денисовский и Нагинский, освоение Эльгинского угольного комплекса реализуется в том числе в рамках территории опережающего социально-экономического развития Южной Якутии. С территориями опережающего социально-экономического развития ТС мы связываем также перспективы роста производства за счет масштабных налоговых льгот, других преференций для создания максимально благоприятных условий для инвесторов. Сегодня наряду с ТСР Южной Якутии в республике действует ТСР Кангаласы. Одним из его резидентов является совместная компания «Суэви», которая строит круглогодичный тепличный комплекс в пригороде Якутска. Приоритетным направлением нашей экономической стратегии является также развитие IT-отрасли. Мы предлагаем проект создания в Якутии центра обработки и хранения данных с использованием преимуществ естественного холода для снижения энергозатрат на этом центре. Другим перспективным направлением сотрудничества в области инноваций может стать создание в Якутске первого в мире научного центра изучения мамонтовой фауны. Якутская ученые и японская генная инженерия могут позволить воссоздать живого мамонта. Друзья, пользуясь возможностью, хотел бы также выразить свое восхищение культурой японского народа и его бережным рациональным отношением к природе окружающей среды. Именно в Японии в полной мере реализован принцип устойчивого природопользования и развития. В этом году при поддержке компании Hokkaido Corporation в городе Якутске появилась первая бездымная мусоросжигательная установка для утилизации медицинских отходов. И мы рассматриваем в качестве наиболее вероятных и желаемых партнеров по реализации проекта строительства комплекса по обработке и размещению отходов в городе Якутске именно японские компании. Также мы особо заинтересованы в включении города Якутска в российско-японский проект «Умный город» и готовы адаптировать его требования, под проектные требования данный проект администрации города Якутска, квартал, который подразумевает повышение уровня безопасности, комфорта и качества жизни населения путем автоматизации процессов и экономии ресурсов. Признавая лидирующие позиции Японии в высокотехнологичной медицине, мы заинтересованы в изучении и внедрении в Якутии японских технологий диагностики и лечения заболеваний, в том числе в изучении вопросов оснащения современным оборудованием онкологического и кардиологического диспансера в городе Якутске, которые будут строиться в ближайшие годы. Уважаемые коллеги, в рамках совместного семинара будут представлены инвестиционные проекты в сфере промышленности, транспорта, связи, туризма. Мы уверены в перспективности наших проектов, уверены в высокой степени их проработанности. Как глава Республики Саха-Якутия, я уверен в надежности гарантии их государственной поддержки, в создании благоприятных условий для осуществления партнерских проектов в нашей республике. В заключение хотел бы сказать, что представленный перечень проектов далеко не исчерпывающий. Мы готовы рассмотреть все предложения и проекты наших японских коллег по интересующим их направлениям. Позвольте выразить уверенность, что итоги встречи мероприятий, которые мы проводим эти дни, воплотятся в реальные проекты, придадут новый импульс сотрудничеству России и Японии во благо наших стран. Якутия славится в России своей зимой. Каждый год 1 декабря мы отмечаем начало зимы на уникальном празднике «Зима начинается с Якутии».
Поздравляю наших дорогих гостей с наступающим Рождеством и Новым годом. Счастья и благополучия вам и вашим родным и близким. В заключение хочу представить данный слайд, где виден принцип работы одного окна для поддержки иностранных и российских инвесторов. Эту функцию у нас будет выполнять Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха-Якутия. Прошу наших коллег зафиксировать контактные телефоны и данные агентства, а также личные телефоны и электронную почту заместителя председателя правительства Бычкова, председателя правительства Солодова, а также мои личные контакты для вашей связи с нами в любое удобное для вас время по интересующим вас вопросам инвестиций. Уверен, что мы с вами сделаем все возможное для развития связей между Якутией и Японией, для укрепления и развития сотрудничества между нашими великими странами, между Российской Федерацией и Японией. Спасибо за внимание.